Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня я хочу вам рассказать о террористах, которые на день рождения вчера сделали подарок террористу Путину, а точнее о террористах из Хамас. Я хотел сделать этот ролик на чеченском языке, чтобы важно мне было, чтобы все чеченцы поняли, так как не все чеченцы владеют русским языком, особенно живущие здесь в Европе. Но так как у нас есть дагестанцы, другие кавказцы, которые тоже сейчас массированно подвергаются информационной обработке антиизраильской, я решил записать этот видеоролик на русском языке. Давайте я вам сперва приведу краткую справку, кто такие Хамас, а потом я зачитаю тот небольшой текст, который я написал вчера. Справка о террористах Хамас. Будьте внимательны, друзья, это очень важно. С 2006 года регулярно проходят встречи с членами высшего руководства Политбюро Хамас на уровне Министерства иностранных дел фашистской России. Впервые глава Политбюро Хамас Халид Машаль совершил официальный визит в Москву практически сразу после победы движения на палестинских выборах в марте 2006 года. То есть прибежал сразу отчитаться перед Путиным, перед КГБ и ГРУ. Это Чечения, внутренняя проблема Российской Федерации, сказал он тогда на пресс-конференции. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других государств, добавил он. То есть террорист во время активной фазы геноцида прилетел получать инструкции и финансы от своих кураторов, став новым законно избранной властью в Палестине. И законно избранная власть, представьте себе, если бы такое сказал бы, например, законно избранный Дудаев. Или же это сказал бы Масхадов, да, когда во время геноцида, которого никогда не было в Палестине, во время геноцида чеченского народа, если бы такое сказал бы чеченский президент или другой руководитель. Исмаил Хания, нынешний лидер Хамас, также является членом Хамас и политиком. Он заменил Халида Машаля на посту лидера политического крыла Хамас в 2017 году. Хания также считает геноцид чеченского народа внутренним делом России и продолжает визиты за инструкциями и деньгами в Москву. Несмотря на дружеские отношения России с Израилем и осуждение терактов, Россия так и не признала Хамас террористической организацией. Вы, наверное, помните Евгения Примакова, российского политика и высокопоставленного сотрудника КГБ СССР. Он играл важную роль в формировании отношений России с Хамас и другими палестинскими группами. Примаков дружил с Арафатом, а будущий президент палестинской автономии Махмуд Аббас в молодости был его аспирантом, то есть агентом. В 1980-е роль Примакова в политике выросла. Он стал советником генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и отчасти определял внешнюю политику страны. Примаков выступал в поддержку признания Хамас как благотворительной организации, пришедшей к власти в результате волеизъявления народа, несмотря на существование террористического крыла организации. Стоит отметить, что в настоящее время в Газе действует русский культурный центр «Калинка» под крышей руководимого Евгением Примаковым, внуком также офицера российской разведки. Также стоит отметить, что переговоры и встречи с участием представителей ФАТХ, Хамас и другие палестинские группы регулярно проходят в Москве. В марте 2020 года министр иностранных дел террорист Сергей Лавров встречался и, видимо, инструктировал очередного лидера палестинских террористов. Это справка от меня, Арцуева Аслана, председателя Human Rights Center Ичкерия, Германия. Написано вчера. Вчера же я опубликовал текст, который я вам представлю сейчас. Будьте внимательны, друзья. Не дайте себя обмануть. Нет терроризму. Чеченцы, призывайте к миру. Осуждаю террористическую атаку Хамас на Израиль, приуроченную ко дню рождения военного преступника Путина, его палестинскими друзьями, а также убийство и захвата мирных граждан в заложники. Призываю всех чеченцев не участвовать, ну и кавказцев тоже,
в антиизраильских информационных провокациях, организованных российскими спецслужбами. В настоящее время наблюдаются вбросы российских спецслужб провокационных нарративов в чеченском сегменте интернета, осуществляемые отдельными лицами, включая пока анонимных участников, которые находятся как в России, так и во временно оккупированной Чечении, с целью подрыва положения чеченцев в Европе и мире, а также снова использовать чеченскую молодежь для своих преступных целей. Люди, вовлеченные в эти провокации, независимо от их формы участия, автоматически подпадают под определение соучастников терроризма и непосредственно способствуют интересам террористических организаций, включая ФСБ, ГРУ, ХАМАС, а также лично Путина. Призывайте к миру. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, 7 октября 2023 года.